Кухонная утварь, предметы интерьера – настоящие свидетели целой эпохи, могут стать частью экспозиции Государственного музея изобразительных искусств. Все, что требуется от нас, простых обывателей, не оставаться равнодушными к акции с говорящим названием «Сохраним историю вместе». Удивительные экспонаты, женские шали, наволочки, картины и даже детская люлька. Приносят вещи отовсюду. Кто-то находит ценные реликвии в запыленных чуланах, а кто-то в домашних коллекциях. К примеру, эту старинную маслобойку в музей принесла сама руководитель проекта Ася Евлоева. В свою очередь, ей это нехитрое приспособление подарил родственник. Передал уроженец селения Датых Евлоев Магомед Мусаевич. Эта маслобойка принадлежала его матери, Евлоевой Любе Джабраиловне, в девичестве Бекбузаровой. По словам Магомеда, эта маслобойка принадлежала его дедушке и бабушке, семье Бекбузаровых, которые жили в селении Галга пригородного района. Они после замужества своей дочери передали как приданное. За каждым предметом судьба отдельной семьи или, как в этом случае, целого народа. Этот истинг был вывезен в XIX веке мухаджирами в Турцию. Когда-то он являлся частью приданого одной ингушской невесты и был преподнесен ей в дар местной мечети. И пусть за 150 лет этот ковер и потерял былой вид, но ценность его от этого только возросла. К слову, на родину истинг вернулся благодаря потомку тех самых иммигрантов. Это культура, это история нашего народа. Поэтому, когда этот ковер у меня хранился, я всегда думал об этом, что наша история должна на том месте, где наш народ живет, сохраняться. И ради нашей истории, ради нашего народа я решил привезти этот истинг сюда домой. Конкретно по этому истингу точной информации нету. Изначально, когда мухаджиры ингуши приехали на место жительства в Бейшахир, город, они построили свою мечеть там, и изначально этот истинг там находился. Многие предметы обихода прошлого сегодня кажутся в диковинку, а ведь еще полвека назад такие маленькие наволочки и подушки, расшитые удивительными узорами, можно было встретить в любой ингушской семье. К слову, их музею принесла известная портниха Лейла Арчакова. Кстати, подарить музею можно и картины. Вот эта живописная работа «Осень Волхосты» Алихана Измайлова написана в конце прошлого столетия, обретет здесь второе дыхание. Проект «Сохраним историю вместе» запущен еще в прошлом году. За это время в дар хранителям преподнесли около 10 экспонатов. По задумке организаторов, это должны быть вещи, пережившие ссылку и вновь возвращенные в Ингушетию. В ближайшее время на их основе в музее планируется экспозиция. Каждому предмету будет составлена пояснительная записка, рассказывающая о самом предмете и его владельцах. В наших экспозициях эти тексты будут отражаться. Дарители получат дипломы почетного дарителя. И так как эти предметы мы принимаем безвозмездно, и по заявлению людей, которые заинтересованы в дарении этих предметов, мы можем выехать и на места, и посмотреть эти предметы, и помочь с перевозкой, и моменты, связанные передачи, тоже будут нами выполнены. Вклад в музей – это не просто дар, а дань памяти нашим предкам. Сохранить историю семьи или даже целого народа по силам каждому. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.